Добрый день, уважаемые друзья! Спецбиблиотека продолжает подкаст с талантливой молодежью с ограниченными возможностями здоровья под названием «Жизнь не имеет границ». И сегодня у нас в гостях очень талантливая, улыбчивая девушка. Представьтесь, пожалуйста. Анастасия Александровна. Очень приятно, Анастасия. Это наша гостья из Израиля. Анастасия, расскажи, пожалуйста, нам немного о себе. С какого ты города к нам приехала? Где родилась? Я из Бат-Яма. Это 40 минут от Тель-Авива. Это один из самых известных городов Израиля. И я живу в Бат-Яме. Там очень классно. Мне нравится. Замечательно. А какие места ты любишь посещать? Я люблю гулять по набережной и кушать мороженое, думать о всяком интересном и не очень. Люблю ходить в кинотеатры. У нас там есть кинотеатр, он очень красивый, и я там провожу очень много времени. Анастасия, я еще бы хотела тебе такой вопрос задать. Скажи, пожалуйста, вот кто тебя поддерживает в повседневной жизни? Как ты справляешься с той миссией, которая возложена на тебя? Мои подруги, друзья, Лика и Варя, и Маша. Я получаю огромную поддержку от окружения, чем бы я ни занялась. Моя семья, моя мама, бабушка. И все не так страшно, все отлично по жизни. Да, как ты себя мотивируешь с позитивом относиться к жизни? Ко всему. Я люблю путешествовать. Я путешествую, слушаю музыку, занимаюсь рисованием, пишу стихи. Скажи, пожалуйста, Анастасия, а где ты получила свое образование и как ты пришла к выбору своей профессии? Я получила свое образование по онлайн-курсам от Израильского колледжа. А профессию я выбрала, потому что я люблю рисовать, а дизайн — это отчасти рисование. Еще мне важно было, чтобы профессия была автономная, чтобы я могла путешествовать. И всегда можно работать с любой точки мира. Это для меня было очень важно. А еще я хочу открыть свое дело какое-нибудь в будущем. И эти навыки дизайнера мне тоже пригодятся. Это были 3 критерия, по которым я выбирала профессию, собственно. Хорошо. Настя, я знаю, что ты довольно творческая личность. Ты сама пишешь авторские стихи. Да. Умная, красивая девушка у нас. Ты можешь нам что-то сегодня прочесть из твоего авторского стихотворения? Сейчас. И скажи такой момент, что тебя сподвигло именно начать писать стихи? Я не знаю, я их просто пишу. Они идут у тебя, получается, от души. Ты самовыражаешься с помощью своих стихотворений. Они просто есть. И, казалось бы, стихи — это что-то, о чем надо думать, но я не думаю. Они просто либо есть, либо их нет. И все. Настолько банально. Ну давай тогда ты нам прочтешь свое авторское стихотворение, мы с радостью послушаем. Это впервые, у нас все так экспромтом. Хорошо, давай. Так, я найду. Буквально вчера закончила редактировать. Замечательно. Отлично. Ты в моей коже останешься стеклами, красными линиями, глазами бездонными, взглядом холодным, отражающим суть, светом луны, что не даст мне уснуть. Ты навсегда останешься в памяти панорамным окном на вечное зарево, расстоянием в 2 шага, длиной в 2 столетия, необъяснимым умением останавливать время. Вот такое замечательное стихотворение в исполнении нашей прекрасной девушки Настеньки. Настюш, ты молодец, ты большая молодец. А как ты думаешь о названии нашего подкаста «Безграничность в жизни»? Что для тебя это понятие? Безграничность в жизни — это возможность делать то, что ты реализовываться хочешь именно сейчас, именно самостоятельно. Решить, что тебе нужно, и сделать это.
И пусть никто тебе не скажет, что ты этого не можешь. Правильно, мы ставим цель, Цель, и мы и не видим целенаправленно, преград. уверенно к ней двигаемся. Вижу цель, не вижу преград. Молодец. Вижу только У возможности. тебя хорошая мотивация. Молодец. И вот еще такой момент по поводу мотивации. Вот расскажи, что тебя сегодня мотивирует? Вот ты много путешествуешь по миру. И еще момент, в каких ты странах была? Вот расскажи, что тебе, может, какая-то страна тебе больше запомнилась? Я была в Болгарии, Турции, Греции, Америке, России, Казахстане. Да, ты много путешествуешь по миру. России, Казахстане, Францию я говорила и Италию. Короче, много где была. Чем тебе запомнились эти страны? Так. Вот какая страна для тебя оставила неизгладимый след? Италия. Италия. Что ты можешь нам рассказать о Италии? Нашим слушателям, зрителям, наверное, будет интересно услышать. Там красиво и спокойно. Красиво и спокойно. А люди как? А обращение? Там красиво и спокойно. Все не так, как в остальных странах. Все идет более медленно. Есть время подумать, есть время отдохнуть. Смотришь в окно и понимаешь, что никуда не торопишься. Жизнь она здесь, жизнь она сейчас. Обычно это такая редкость. У нас сейчас в больших мегаполисах люди торопятся жить, торопятся все быстро делать, все делают на лету. И вот это вот медлительность сейчас даже про это и речи не идет. Стараются сделать все быстро, здесь и сейчас. Да. А когда это все размеренно, да. Жизнь должна быть такой яркой и жизнь должна быть яркой, насыщенной. А вот скажи, Настя, еще такой вопрос к тебе. С какими трудностями ты сталкиваешься ежедневно в быту? Так, в быту. Начнем с того, что мне постоянно болит спина. Это как-никак неприятно. И также я часто сталкиваюсь с людьми, которые спрашивают вопросы в очень некорректной форме, да? Да. У меня нет проблем ответить на любой вопрос, если человеку интересно, потому что я считаю, что ни один вопрос не бывает глупым. Лучше спросить, чем не спросить. Но когда это делают в крайне некорректной форме, это весьма неприятно. Ну да. Также я не могу заняться некоторыми видами деятельности, которые мне бы очень хотелось. Например, определенные виды танцев, как джаз или что-нибудь такое. И это бывает, но это ничего страшного, потому что если бы я не была на кресле и умела бы ходить, то я бы не увидела много из того, что увидела. Я бы не попала в Америку никогда. Я бы не поняла, чего я хочу, и не понимала бы, каким образом мне это нужно сделать. Потому что все шло бы по понятной системе. Работа, учеба, армия, дети, семья. И вот мне 40 лет. Ну да. Расскажи немножко о своей жизни в Америке. Я была там всего неделю. Я была там в отпуске. Это была одна из лучших стран, в которой я была. Реально, вот прям. Тебе Америка запомнилась, да? Италия и Америка. Две страны, которые оставили на мне впечатление на всю оставшуюся жизнь. Там было очень красиво. В отличие от Италии, Америка это наоборот самое неспокойное место. Мы спали по 3 часа в сутки. Ходили по всем паркам, по всем... Жизнь в Америке кипит. Да. Эта неделя ощущалась как целый месяц. Мы спали по 3 часа в сутки, кушали все время что-то на бегу. Но я была такая счастливая. А в Италии наоборот, я была счастлива от того, что никуда бежать не нужно. Что я могу сесть, пить кофе и думать о хорошем. Думать о будущем, о прошлом, анализировать, что я сделала правильно, что я сделала неправильно. И никто меня никуда не торопит. Замечательно. Еще хотела бы, Настюш, у тебя узнать такую информацию. Ты говорила, что ты попала в Казахстан, а именно в Караганду случайно, что это стечение обстоятельств. Немножко расскажи. Так получилось, что я поехала к подруге в Питер. Ага. И потом мы поехали в Москву.
Потом мы снова поехали в Питер. Но из Питера уже я не могла добраться домой до Израиля. Поэтому пришлось через Казахстан. Но сейчас, сидя в Казахстане, я, походу, передумала и еду опять в Москву. Расскажи свое впечатление о Казахстане. Я так понимаю, ты здесь впервые. Родилась ты у нас в Израиле, я напомню еще раз. В Казахстан приехала впервые. Немножко о своих впечатлениях. Насколько тебе понравился Казахстан? Вот ты, получается, уже была в Алмате, да, теперь в Караганде. Чем тебе запомнится этот город, когда ты приедешь к себе в Израиль? Что ты можешь рассказать о Казахстане? Во-первых, страна достаточно светская, у нее есть все, чего нету даже у нас. Например, бренды определенные, которых у нас нету в Израиле. Сетевые, которых у нас нету, с интересной продукцией. Красивые горы, красивые, ну, это реки или что-то, каналы. И вообще тут... А ты в Казахстане где-нибудь успела побывать? Допустим, посетить музей, библиотеки? Вот сейчас наша уважаемая Настя находится в библиотеке. Мы гуляли по паркам, мы смотрели на статуи такие вот. Я, правда, не знаю, как этот парк называется, но статуи очень красивые. Еще я очень много гуляла по городу, когда была в Алмате, и мне очень понравилось. И в Караганде тоже достаточно красиво, только одна проблема – дороги. Да, ну дороги это у нас проблема есть такие, проблемы решаются. Проблемы решаются. Да, Караганда это у нас угольная столица, здесь тоже много красивых и памятных мест. Настюша, еще такой момент я хотела бы у тебя узнать. Вот ты приедешь в Израиль, дальше чем ты будешь заниматься? Ты работаешь, учишься? Когда я в Израиле, я работаю графическим дизайнером и со своего компьютера совместно с сетью Fiverr. Через Fiverr, это фриланс-биржа. Это я получаю заказ, смотрю его условия, выполняю его, получаю за него деньги. Получается, ты где-то в офисе работаешь или дома? Я могу выбирать, где мне работать, поэтому я и выбрала эту профессию. Я могу работать отсюда, из Казахстана, просто не хочу, потому что я в отпуске, мне тоже полагается отпуск. Да, все мы должны немножко отдыхать. Да. И я могу работать в кафе, я могу работать в каком-нибудь офисе, я могу работать у себя из комнаты, в парке, где мне в тот момент захочется. Там я и буду работать. Это и есть про возможность выбирать. Ты у нас вот такая вот молодая, интересная девушка. У тебя, наверное, много друзей. У меня есть друзья, их немного, но достаточно. Лучше несколько хороших друзей, чем много разных. Да, друзья это когда ты можешь обратиться за помощью, за советом, и они тебе обязательно в этом помогут. Это очень хорошо. Ну, твое основное увлечение, хобби, может, ты любишь домашних животных? Я люблю домашних животных. У меня есть 2 кошки и 1 собака, но мое основное увлечение или хобби, наверное, писать. Писать все-таки. Еще такой вопрос или я рисовать. хочу тебе задать. Настя, я хотела тебе еще такой задать вопрос. Расскажи, пожалуйста, может, о случае из твоей жизни, который для тебя запомнился, выдающимся случай из твоей жизни. Да, сейчас вот есть один случай, который со мной произошел. Однажды в одном из моих путешествий случилась очень-очень неприятная ситуация, из-за которой мне стало очень-очень грустно, потому что даже в самом веселом путешествии бывают сложные моменты. И я просто заплакала, вот просто плакала, и мне было очень-очень грустно. А потом подошла девушка, ее зовут Диана, и она меня успокоила. Что же все-таки случилось? Мы с ней пошли вместе домой. Она отвела меня, и мы пообщались, и все стало очень хорошо. И тогда я поняла, что действительно есть люди, которым мне все равно. Да, есть люди, действительно, которым не все равно на чужую боль. Они подойдут, они тебе дадут сдельный совет, они тебя выслушают и на крайний случай успокоят. Так что же случилось? Почему тебя так обидело, что и растрогало, что у тебя аж из глаз потекли слезы?
Потому что в тот момент мне было очень-очень трудно, и я уже физически устала, не знала, что мне делать. Вот когда человек сильно-сильно устает, у него бывает такой момент: все, я больше ничего делать не могу. И в тот момент я просто заплакала, и как раз в этот момент мне был необходим кто-то, кто скажет: Кто соберись. подставит дружеское плечо, да? Да. И нашелся И такой хорошо, человек. что нашелся такой человек. Да. Она тебя успокоила на тот момент, тебе стало действительно легче. Мне стало Ты легче. выговорилась? Нет, мы Или просто... вы просто молча? Мы гуляли, мы шли по улице и просто общались на отвлеченные темы. Ни о чем. То есть человек смог просто. тебя немножко перенаправить в другом Да. направлении, и ты уже смогла Это очень отойти важно. от этого. Отвлекаться это важно. Потому что проблемы, их потом можно решить. А когда грустно, нужно принять тот факт, что тебе грустно, и продолжать дальше. Потому что человек имеет право на любые свои эмоции. Гнев, грусть, радость, печаль, все что угодно. А вот еще я хотела тебя спросить, а вот, допустим, если ты чем-то огорчена, как ты пытаешься себя отвлечь? Ты там замыкаешься в себе, или ты хочешь выговориться с близким человеком, Я чтобы включаю тебя музыку. выслушали? Я включаю музыку. Ты получаешь релакс от музыки. Да. Я включаю громкую музыку и убираю. Каких ты исполнителей слушаешь вообще? Аспер. Какая музыка? Аспер X, это исполнитель, рэп-исполнитель. Пирокинезис, это тоже рэп-исполнитель. Мне очень нравится его музыка. И когда мне грустно, я в основном занимаюсь чем-то, чем я не хочу заниматься в обычной жизни. Убрать, приготовить, помыть посуду. Настя, скажи, пожалуйста, а как вот у вас в Израиле относятся к лицам, имеющим инвалидность? Хорошо, у нас много чего приспособлено. Конечно, не все, потому что нет ни одной страны в мире, где абсолютно все приспособлено, и над этим еще нужно работать. Но все достаточно оборудовано. Везде, где нужно проехать, можно проехать, а где нельзя проехать, всегда помогают. То есть люди отзывчивые? Очень свободный нрав, очень отзывчивые люди могут просто подойти и помочь. И предложить свою помощь, да? И помочь, не предложить. Да, даже Я помогу. на деле помочь, да? Я помогу. В общем, в своей стране ты себя скованно не чувствуешь. А вот как ты можешь сказать, вот ты сейчас приехала в Казахстан, как в Казахстане люди вот относятся к тебе? Может, кто-то тоже выходит, помогает? Помогают. У нас очень добрые, отзывчивые люди. Помогают, да. Помогают. Не все, но многие. И в Казахстане я себя чувствую чуть-чуть менее комфортно, чем в остальных странах, потому что я не знаю еще язык. Я говорю на английском, но, опять же, когда не знаешь язык страны, это немножко напрягает всегда. Но, тем не менее, люди отзывчивые, помогают. Все хорошо, мне здесь нравится, и я еще обязательно приеду. У меня здесь есть знакомые и друзья, и я обязательно еще приеду. Мы, конечно же, все надеемся, что у Насти появится еще очень много друзей не только в Казахстане, но и во многих странах мира, потому что это такой отзывчивый, добрый, веселый, энергичный человек. И все у нее в жизни будет отлично. Настюша, вот еще такой вопрос я хочу тебе задать. Чем ты занимаешься в свободное время? Вот свободное от работы, от учебы время. И оно бывает редко, Так. но оно бывает, это уже радует. Да, это уже радует. Я смотрю фильмы и сериалы, слушаю стендап, пишу стихи, рисую, читаю и переписываюсь с друзьями в соцсетях. Да, сейчас многие, скажем так, общение получают именно с соцсетей. Как ты к этому относишься? Или же тебе живое человеческое общение все-таки ближе? Мне важно и то, и другое, потому что я считаю, что если есть близкий человек, то нужно с ним быть на связи вне зависимости от того, где вы находитесь. И соцсети в этом очень помогают. Можно написать, что ты делаешь сегодня. Пришли фотку, я соскучилась.
это хорошо. Но живое общение, оно другое. Это возможность сказать то, что не скажешь в соцсетях. Возможность поделиться эмоциями, радостью, печалью. Это тоже важно. Оба варианта очень важны, и без них никуда. А вот скажи мне, пожалуйста, если к тебе, допустим, твой друг обращается за помощью, как ты на это отреагируешь? Ты поможешь или ты будешь говорить, что тебе некогда, у тебя свои какие-то дела, заботы? Как ты относишься к другу, который обратился к тебе за помощью? И я отношусь к людям так же, как они относятся ко мне. Если это мой друг, если он мне близок, конечно, я ему помогу всегда. А скажи, пожалуйста, в твоем круге общения есть люди с ограниченными возможностями здоровья? Да, их немного, но они есть. Как вы общаетесь между собой? Немножко расскажи о них. Они такие же позитивные, как и ты? Да. О, замечательно. Они такие же позитивные, как и я. И мы с ними познакомились на мероприятии. И вот, например, мы общаемся на разные интересные темы, как музыка, искусство, фильмы, работа. Строим планы, куда можно попутешествовать в будущем, когда у всех будет время. Это, конечно, бывает редко, потому что у всех разные дела по жизни. Да, сейчас, конечно, вот эта рутина из различных дел нас затягивает, но на живое человеческое общение нам, конечно же, должно хватать времени. Нужно находить время для того, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться, обсудить какие-то насущные дела, проблемы. Ну и просто, в конце концов, увидеться, насладиться этими моментами. У меня есть подруга Лика, и она тоже с ограниченными возможностями. Хотя мне больше нравится выражение повышенными потребностями. Special needs, повышенные потребности. И мы с ней познакомились на мероприятии, общаемся, строим планы, куда погулять в будущем, чем заняться, когда закончится вся учеба, вся работа. По телефону разговариваем. Молодцы, строите планы на жизнь. Да. Молодцы. В соцсетях делимся фотками. Нам интересно вместе. Как и с остальными друзьями. Машей, Дианой, Варей, Алиной. Молодец, у тебя такая насыщенная жизнь. Ты очень яркая, еще раз повторюсь, позитивная девушка. Я тебе в дальнейшем желаю, чтобы ты такой же оставалась открытым человеком, который хорошо идет на контакт, чтобы у тебя все в жизни сложилось, несмотря на какие-то трудности, там, преграды, ограничения здоровья и так далее. Нужно не останавливаться, нужно жить, нужно с оптимизмом смотреть в будущее. Тогда все получится. Просто есть люди даже, скажем так, здоровые, но они замкнуты в себе, они не идут на общение. А когда человек пытается как-то реализовать себя, он к этому стремится, он заряжает позитивом остальных. Я тебе желаю всего хорошего. Я надеюсь, ты Казахстан посетишь еще не раз. У нас много прекрасных, замечательных мест. Здесь живут отзывчивые, хорошие люди. Да. Тебе всего хорошего, успехов в профессиональной сфере, в учебе, в работе. Ставь перед собой цель и уверенно двигайся к ней. Спасибо.